Йоу, привет! В эфире Шаян Шортс, твой еженедельный гид по самым классным новостям. Мы, как всегда, собрали для тебя все самое топовое, чтобы ты был в теме. А начнем мы с ребят, которые нарушают законы физики. Это я про акробатический рок-н-ролл. О да, это не просто танцульки, а настоящий экстрим и драйв. Привет, ребята! Вы готовы к самому веселому, крутящемуся и прыгучему событию этой весны? Тогда погнали со мной! Представьте себе, почти 2500 спортсменов из 20 регионов России. Это как целый город танцоров. Скажите, пожалуйста, а вы в акробатическом рок-н-ролле ведь постоянно делаете какие-то трюки, крутитесь, летаете. Вам разве не страшно? Ну, мы уже привыкли это делать, и поэтому становится не страшно. То есть нужна именно большая подготовка, чтобы побороть этот страх. Каждый клуб – это настоящая команда мечты. Сегодня они покажут свои самые лучшие номера. А знаете, что еще круто? Акробатический рок-н-ролл проводится в Казани уже в 6-й раз. Акробатический рок-н-ролл – это не просто танец, это настоящее искусство. Хочешь быть в теме и в тренде? Смотри, Шаян Шортс, эти новости для тебя. Привет! Прямо сейчас я нахожусь в Национальной библиотеке, и тут проходит очень крутая выставка про дикую природу. Погнали, покажу! Тут собрались 120 фотографий животных со всего мира, от суровых северных пейзажей до жарких джунглей. И самое классное – вход бесплатный. Это выставка и сам фотоконкурс одноименный, уникальный тем, что проходит уже 20 лет. В этом году нашей выставке и фестивалю исполняется 20 лет. И как раз в честь такой красивой даты мы решили приехать в Казань. В рамках фестиваля «Золотая черепаха» помимо выставки еще и проводятся крутые мастер-классы и классные встречи. Очень довольно-таки интересно. Здесь очень много энергии, здесь очень много, собственно, как автор показал, внутренних скрытых смыслов, которые нельзя увидеть обычным взглядом. Вот самое интересное, что я вот смотрю на картины и вижу, представляю своих друзей даже. Вот, например, вот картина. Мы примерно после уроков также смотрим на столовую. Мне очень понравились картины. Можно смотреть, как, например, лисица добывает добычу своим детенышам. Кстати, для школьных классов здесь проводятся бесплатные экскурсии с настоящими зоологами. А еще есть необычная часть выставки. Ее можно трогать руками. Это проект для незрячих ребят, чтобы они тоже могли увидеть животных. Изучайте окружающий нас мир и следите за свежими новостями Шаян Шортс. А теперь время рофлить. В Казани прошел фестиваль татарской лиги КВН «Эйдэ Шаярт». Татарский юмор – это отдельный вид искусства. Шутки залетали одна за другой. Команды выдали базу, актуальные мемы, крутые миниатюры и мощная харизма. Главный приз – гран-при и денежный сертификат в размере 100 000 рублей. Смотрим! Друзья, всем привет! Сегодня мы на большом фестивале «Эйдэ Шаярт». И самое интересное вместе мы увидим вместе. Погнали! Sağlar mısınız? Siz sen misiniz? Kazalar mısınız?
Bonjour. Sim, nesta Suíça. Дамин, ВПН, он о том сюда. Всего в фестивале участвует 28 команд. Среди них участники из Челнов, из Сабинского района, из Тукаевского, ну и, конечно же, из Казани. А кто же есть еще? Сейчас вместе увидим. Очень много шуток писали, очень много всего вырезали, заново писали, очень много трудились. Не волнуемся, просто хотим выйти, кайфануть, забрать свое гран-при. Мы готовились дня 3, и вот с нуля написали выступление, и сейчас будем выступать. Я рад, и я очень хочу выйти, чтобы все побыстрее закончилось. Чтобы все показать. Да, чтобы показать, чтобы увидеть эмоции зрителей. И вот эти ребята, вот сегодня это Айдар Шаяр, татарский КВН, они очень много делают для сохранения татарского народа. Я так честно говорю, потому что народ может, язык и традиции может сохраняться только если молодежь этим будет заниматься, если молодежи это нужно. Ну, есть немножко волнения, так как текст еще не совсем доучил, вот хожу тут учу. Очень сильно волнуюсь. Очень сильно? Чуть-чуть, но не волнуюсь. По 10-бальной шкале на сколько? 7 где-то. Волнение, ну когда на сцену уходишь, видишь зал тебя заряжает, и ты уже ничего не чувствуешь. Хорошая отдача от зрителей и от самих жюри. Мы готовились очень долго, вот эту неделю мы вообще не спали. Перед нами жюри, Айва Сабы. Что ждем от участников? Мы от участников ждем в первую очередь, конечно же, смешных выступлений, доброго юмора. Потому что, к сожалению, в последнее время юмора очень много, но среди них достойных не так уж много. Я пришла болеть за Шальпремес Егитлер. Я впервые на Айдар Шаярт и жду чего-нибудь веселого. Участники показали самые интересные выступления. Имена победителей известны, а значит, будущее татарского юмора есть. Всем пока-пока! Так, смотри, план на неделю такой. Понедельник – скейт-парк, вторник – велик, а в среду пойдем на набережную. Слушай, ты такой оптимист, а ты спросил у тучек, согласны ли они с твоим расписанием? А что, есть нюансы? Весна – это же всегда время прогулок. Нюансы есть всегда. Вот один незапланированный ливень, и твоя прогулка превращается в заплыв на байдарках. Ой, не, плавать я планировал только в бассейне. А давай-ка узнаем, когда светит солнце, а когда лучше остаться дома. А самый честный прогноз у нашего синоптика Юнуса. Привет, народ! На связи ваш модный синоптик Юнус. Пристегните шарфы. Мы отправляемся в путешествие по погоде на неделю. Ну что, друзья, в Казани весна включилась на максимум. Понедельник и вторник радуют нас. Плюс 13-14 днем и плюс 7-8 ночью. Облачка будут бегать по небу, как будто играют в догонялки. А это значит, достаем яркие резиновые сапоги и официально разрешаем себе прыгать по лужам. Да-да, даже взрослым. Среда и четверг – настоящие близняшки. Почему? Потому что одинаковые, как 2 капли воды. Солнце светит. Плюс 14 днем и плюс 7 ночью. Так что объявляю челлендж. Одеваемся с другом одинаково. Красная футболка? Отлично. Джинсы? Обязательно. Кепка в тон? Ну вы модники. И куртку не забываем. Весна все-таки хитрая. А вот пятница решила немного поворчать. Дождик, плюс 7 днем и плюс 4 ночью. Но мы не сдаемся. Достаем самый стильный дождевик, хватаем яркий зонт и шагаем по городу, как по подиуму. Кто сказал, что дождь это не модно? И вот барабанная дробь. Выходные. Солнце снова с нами. Плюс 6 днем и плюс 4 ночью. Это ваш официальный повод выбраться погулять. Но помним самое главное правило модников. Многослойность. Футболка, сверху джемпер, потом куртка или пальто. И вы не просто в тепле. Вы икона стиля. С вами был ваш проводник в мир погоды и отличного настроения, Юнус. Запомните, идеальная погода – это та, которую вы создаете сами. Поэтому ловите момент, улыбайтесь чаще, и пусть ваша неделя будет ярче любого солнца.
На этом у нас все. Надеюсь, вы зарядились нашим вайбом. Следи за нашими обновлениями, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!